Ребят, Салем Достар, всех очень рад видеть, прям, блять, не могу, как я вас всех рад видеть. В общем, я давненько ничего не записывал, поэтому вот он видосик, и с такой банальной темой. Сразу предупреждаю тех, кто вот постоянно меня ругает за маты, в этом видео их будет очень много. Сам я постараюсь материться как можно меньше, вот, но видео матов будет много, поэтому лучше выключайте, если вас прям очень бесят эти маты. Собственно говоря, видосы я подобрал старенькие, которые я очень люблю, с которыми у меня куча воспоминаний по детству, потому что эти приколы мы передавали друг другу по блютузу на стареньких телефончиках. И смотрим первый. Ребята, это наша казахская бригада. Мерин, Лупарь, 3 серьезных пацана. Вон они, приехали. Ну все, хана! Нам! Не бойся, что ты боишься? Слушай, а точно проканает? Да проканает. Давай. Какие проблемы? Приехали все-таки. Да я смотрю, вы совсем бесстрашные, ребята. Ну есть за нами такое. Короче, в общем так, сейчас садитесь в свою машину, пока не поздно, и мчитесь на всех парах домой. Тю-тю. А если нет? Короче, ребята, я вас предупреждал? Ну? Предупреждал. Вот теперь не обижайтесь. Мама! Кто старший? Я? Эй, саған не керек өзіңе, а? Неге біздің жолымызды бөгеп тұрсың? Ойба, сен ақ жақтың баласысың ба? Берік, сен менімен сөйлеме, қазір Тот еще ударил из-под тишка. Вот это я понимаю, бригада. Ребят, следующий видосик будет такой, знаете, я, честно говоря, не знаю, чей это, киргизский или казахский, но, блин, мы всегда думали, что это, типа, было снято у нас в Казахстане, это наши приколы. В общем, я просто из-за актеров сомнений небольшом, потому что он выступает за киргизскую, ну, за Бишкек, вот, за киргизскую команду, скажем так, вот. Ну, давайте дальше, ребят, смотрим. Большие люди. Просто тогда он еще был не сильно известен. Да ну нафиг, ассалам алейкум. Алейкум. Как зовут-то? Ален. Куда идешь? На тренировке на дзюдо. Да ну, спортсмен что ли, красавчик? Да. Давай, задерживать не буду тогда. Спортсмен. Расстроился. Че, как тренировки? Да устал что-то. Сегодня первый день. Да ну нафиг, что, первый день что ли? Ну да, до этого 7 лет кикбоксингом занимался. Да ну нафиг. Красавчик, спортсмен. Да. А что бросил? Да у меня 5 сотрясений, сейчас драться нельзя. Да ну нафиг, что, драться нельзя что ли? Нельзя, ну вот поэтому я ствол таскаю. Молодец, красавчик, что? А ты что, сам спортом занимаешься? Ну да, вот видишь же, приседания делают туда-сюда. Сел, встал. В общем, раньше это было очень круто, это было очень прикольно. Я помню, я говорю, мы тащились от этого видоса. И смотрим следующий. Это... Так. Итак, Это касательно темы, ну, типа, родственников казахов, да, потому что, блин, ну, все мы знаем казахские свадьбы. Это 500 человек с одной стороны, 500 с другой, особенно если это в Шымкенте, а я был в Шымкенте на свадьбах. На 3 свадьбах я был в Шиме, 2 из них были казахские, одна уйгурская. Поэтому, ребят, я знаю, о чем я говорю, и то, что у казахов дофигища родственников, это вот истина. И вот этот видосик на эту тему. Ну, смотрим. Чем же вы меня потревожили в такой час? Мой фюрер. Генералы Кайтер и Йодор просят вас освободить их родственников, которые оказались в числе захваченных пленников казахов. Гиммлер уже получил приказ освободить всех родственников. Мой фюрер, я бы тоже хотел попросить кого-то из пленников. Бога ради, только не говори, что ты тоже нашел своих родственников. Просто, понимаете, этот казах мой жезде. С казахами всегда так. То жезде, то женге, то нагажи, или по-любому какой-то куда, то или же соседский бала. Они соседский бала, вот это самое прикольно. Со всеми родственники. За этого казаха занесет словом.
Мой фюрер, прошу освободить одного казаха. Это мой Нагаша. Как же вы задолбали своими родственниками? Иди отпускай. Нахрена мы их всех брали в плен? Давай лучше мы всех пленников отпустим до единого. Говорил же, не брать никогда казахов в плен. Не брать! Не брать! Не брать! Ну, на самом деле, действительно, ну, как бы, такой тонкий юмор, я бы не сказал, что это до хрена смешно, но, тем не менее, суть в этом есть, да, какая-то небольшая истина, скажем так, поэтому ставлю этому клипу 3-е место, ну, в моем таком небольшом топе. Следующее видео, оно немножко про Шымкент, а для меня это теплая тема, потому что я шымкентский, и смотрим, ну, в детстве, не в детстве, ну, в смысле, я его, если честно, недавно увидел то видео, и я от него кайфовал. В детстве я смотрел еще другие про Шымкент, но их я не стал включать, потому что слишком много Шымкента, ребят. В каждом моем ролике есть Шымкент, так что ну нахрен. Вот. Этот видосик я посмотрел недавно, мне его, может, год назад показали, вот, и он мне очень понравился, и я его решил включить. Хорошо, что тут нету шымкентских. Уверены в этом, мистер Андерсон? Скучали по нам? Шикарный перевод. Нет. Значит, вы в курсе. Чего? Того, что от нас не избавиться. Я не понял до конца, откуда взялось этот непонятный негатив по отношению к шымкентским. Остается лишь гадать, кто это придумал. Ведь по мне это самый лучший город. С очень дружелюбными людьми. Но это не самый главный плюс, которым можно гордиться, ведь только у нас готовится самый вкусный плов. И именитый шымкентский шашлык, который стоит всего-то каких-то 150 тенге. И мы обязаны познакомить мир с этой шымкентской культурой, чтоб каждый человек смог услышать замечательный шымкентский диалект с нашим коронным словом. И какое же? Щищен. Вам, мистер Андерсон, хорошо известно, какое будущее ожидает вашу людскую любимую планету. Этот мир захватят не машины. Этот мир должен принадлежать более могущественным созданиям. Глупо отрицать и тем более противостоять тому, что становится неизбежностью. Мир захватим мы. Мы научим всех слову «щещен», слову «койсай», слову «барсай», слову «обще». И у всех на ужин будет только одно блюдо. Будет только плов. Если не способен противостоять нам, тогда стань одним из нас. Это шикарно. Не знаю, почему мне так нравится. 1-е место. Ребят, блин, сейчас будет очень много матов и на казахском, и на русском, поэтому те, кто против нецензурной лексики в интернете, да и в целом, нахрен выключайте этот видос. В общем, мне это видео очень нравится, которое следующее будет, да, топ-1. Я ему дал больше не из-за того, что оно какое-то смешное, но в детстве меня от него дико разрывало, я угорал, брал эти фразы, матерился на казахском. Ну, короче, мне правда очень нравилось это видео, а его я увидел, ну, наверное, в период, когда появились телефоны с блютузами, там, с цветными экранами. Вот, ну, год, наверное, 2000, а-ля 3-й, 4-й, вот, примерно тогда. И, в общем, до сих пор любовь к этому видосику. Смотрим. Приготовьтесь, ребят, будет много матов. Пэм-пэм. Котақ бастар. Не керек нахуй. нахуй? Сен гамбург айналышсың ба әлі? Котағыма күлесіңдер ме? Долбоеб же он, ты чё, не знаешь нахуй? Гамбургер айналышып котақ басты. Зат нахуй. Қыз көтіңді, вы чё нахуй? Вообще да нахуй охуели. Я же нахуй Спанч Боб, сука, нахуй. Вообще мозги не еби, ебаный, сука. Нахуй, чё надо? Да ну нахуй. Ты чё, Спанч Боб? Куремыз, куремыз. Не обессу, бля, куремыз. Давай, куремыз. Я Спанч Боб. Если Спанч Бобсың ба не? Если мочалкасың ғой. Мочалка! Котақ бас. Особенно, когда они начали усыкаться и друг друга бить, я вообще не мог. Это было очень круто. Прям, ну, больше такой ностальгический топик у меня получился. Я, ребятки, не брал там, не знаю, всякие нынешние вайны или еще что-то, или там, не знаю, с фильма «Сказ о розовом зайце», да, что любят делать многие. Нет, я взял тут что-то небольшое такое, приятное, родное, с воспоминаниями.
Все подписывайтесь, ставьте лайки, мне будет очень приятно, да, чем вас больше, тем круче. И хочу сказать то, что в пятницу готовится видос, на следующую, через неделю, очень сильный, я много в него вкладываю и надеюсь, вам понравится. Я затрону очень важные темы для нас и в общем, вот стараюсь для вас, ребятки, вот, никакого хайпа, чисто-чисто, чтобы вы увидели, узнали. В общем, еще раз всем спасибо за видос, ребят, Саубол, приятных выходных, вот, может, стримик пущу завтра, послезавтра. Все, всем пока-пока.